Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня у нас 7-й урок по курсу физики 9 класса. Начинаем наш урок. Сегодня мы переходим к другому разделу механики, поэтому начнем с повторения актуальных к сегодняшнему уроку вопросов. Мы изучили раздел кинематика. Это раздел, в котором рассматриваются различные виды движения тел без учета влияния сил, действующих на эти тела. Сегодня мы будем говорить о системах отсчета, поэтому давайте вспомним определение. Тело отсчета, связанная с ним система координат и часы для отсчета времени движения образуют систему отсчета. Система координат может быть одномерной, двумерной и трехмерной. Это все вы будете применять в решении конкретных задач. Также повторим, что такое материальная точка. Тело, размерами и формой которого в условиях рассматриваемой задачи можно пренебречь. Чтобы ответить, можно ли считать космическую станцию на околоземной орбите материальной точкой и машину, которая едет по дороге, нужно точно знать условия задачи. Наряду с вопросом, как движется тело, не менее важным является вопрос, почему движется тело. Мы понимаем, что телега движется только тогда, когда ее тянет лошадь. Человек и животные движутся благодаря мышечной силе, а самолет и автомобиль благодаря силе тяги двигателей. Этому раздел механики, в котором изучаются причины изменения механического движения, называют динамикой. В классической механике этими причинами являются силы, а главный вопрос динамики – почему тело движется. Еще раз повторю, почему тело движется. Слово «динамика» образовано от греческого «динамис» – сила, мощь. Вы можете внести слово в терминологический словарь. Так же, как у кинематики, у динамики есть свои задачи. Прямая задача динамики по заданному характеру движения определить равнодействующую сил, действующих на тело. Но есть и обратная задача – по заданным силам определить характер движения тела. Основу динамики составляют 3 закона Ньютона, являющиеся результатом обобщения наблюдений и опытов в области механических явлений. Законы механики Ньютона относятся к точке, обладающей массой, то есть материальной точке, о которой мы вспоминали выше. Сейчас вы можете записать тему урока «Первый закон Ньютона». Ну а теперь немного истории. На протяжении многих веков в науке господствовала точка зрения древнегреческого ученого Аристотеля. Он считал, что при отсутствии внешнего воздействия тело может только покоиться, а для того, чтобы тело двигалось с постоянной скоростью, нужно, чтобы на него непрерывно действовало другое тело. И сейчас нам кажутся вполне логичными утверждения: без внешнего воздействия не может быть движения. Чем сильнее воздействие, тем больше скорость движения. Обратите внимание на эту юмористическую картинку. Но суть закона инерции впервые была изложена в одной из книг Галилео Галилея. Он пришел к выводу, что при отсутствии внешних воздействий тело может не только покоиться, но и двигаться прямолинейно и равномерно. А сила, прикладываемая к телу, необходима для поддержания его движения, уравновешивания других, приложенных к телу сил. На основе экспериментальных исследований движения шаров по наклонной плоскости Галилей пришел к выводу, что скорость любого тела изменяется только в результате его взаимодействия с другими телами. Далее
Галилей обобщил: свободное тело, то есть тело, которое не взаимодействует с другими телами, может сохранять свою скорость постоянной сколь угодно долго или находиться в покое. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел называется инерцией. Кому не знаком случай? Автобус резко затормозил, а пассажиры наклонились вперед, так как ноги остановились вместе с полом автобуса, а верхняя часть тела и голова, сохраняя свою скорость, продолжают движение. Сейчас вы можете внести термин «инерция» в терминологический словарь. Слово «инерция» от латинского «инерция» – покой, бездеятельность, постоянство, неизменность. А теперь давайте посмотрим короткий видеофрагмент, посвященный явлению инерции. Рассмотрим примеры проявления инерции, которые вы наверняка много раз видели, но, может быть, не могли назвать это явление. Все рассматриваемые случаи можно объяснить одной фразой: тело движется по инерции. Мальчик ударяет по шайбе, и она движется по льду по инерции. Человек на лодке поднимает весла, лодка продолжает движение по инерции. Машина с грузом начинает движение, груз по инерции стремится оставаться неподвижным и движется относительно кузова в сторону, противоположную движению машины. Машина делает поворот. Груз прижимается к внешнему борту, так как он по инерции стремится сохранить прямолинейное движение. При резком торможении поезда на пассажира падает с верхней полки пакет, который по инерции продолжает движение. В конце XVII века Исаак Ньютон дал строгую формулировку закона инерции и включил его в число основных законов физики в качестве первого закона Ньютона, как его называть стали впоследствии. В 1687 году в своем труде «Математические начала натуральной философии» он описал подробно данный закон. И в изложении Ньютона закон инерции читается так: всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. С точки зрения современных представлений, первый закон Ньютона формулируется так: существуют такие системы отсчета, относительно которых тела сохраняют свою скорость постоянной, если на них не действуют другие тела или действия тел компенсируются. Слово «компенсируются» является синонимом слова «уравновешиваются». Таким образом, сущность первого закона Ньютона может быть сведена к трем основным положениям. Все тела обладают свойствами инерции. Первое. Второе. Существует система отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона. И третье – это движение относительно. Если тело А движется относительно тела Б со скоростью v, то и тело Б, в свою очередь, движется относительно тела А с той же скоростью, но в обратном направлении. Давайте рассмотрим следующую задачу. Шарик висит на нити. Какие силы действуют на шарик? Почему он покоится? Исаак Ньютон говорил, что в механике примеры учат не меньше, чем правила. Посмотрим, на шарик действует сила тяжести, которая появляется в результате притяжения шарика к Земле. Эта сила начинает растягивать нить, и в нити появляется сила упругости. В какой-то момент сила упругости нити, ее еще можно называть натяжением нити, становится равной силе тяжести. А так как они действуют на шарик в противоположных направлениях, их сумма становится равной нулю. Можно сказать, они уравновешивают друг друга.
и шарик перестает двигаться. А что будет, если разорвать нить? Внимательно смотрим. Если нить разорвать, то шарик придет в движение, так как исчезнет сила, компенсирующая силу тяжести, и скорость шарика уже не будет сохраняться. Давайте посмотрим, каковы особенности закона Ньютона. Во-первых, он справедлив для любых сил. Во-вторых, силы уравновешиваются, так как они приложены к одному телу. И в-третьих, если результирующая сила равна нулю, то скорость не меняется, и ускорение тоже равно нулю. Рассмотрим примеры проявления первого закона Ньютона вокруг нас, в окружающей среде, в технике, в природе и быту. Полет стрелы из лука – это левая картинка, полет снаряда из пушки в середине и полет пули из ружья происходят по инерции. Полет ракеты в космосе с выключенным двигателем тоже является движением по инерции. По инерции движутся все космические тела. Если мы рассмотрим шайбу, лежащую на льду, она покоится относительно системы отсчета, связанной с Землей, и влияние на нее Земли компенсируется действием льда. И так будет до тех пор, пока никто не воздействует извне на шайбу. При давлении лыж на снег образуется тонкая ледяная пленка, которая уменьшает силу трения, и лыжник продолжает скользить по инерции. В случае метания диска, копья и молота снаряд летит также по инерции. Рассмотрим следующий пример проявления первого закона Ньютона. В космосе, где не действует сила трения, тело может двигаться с постоянной скоростью бесконечно. В открытом космосе космонавт регулирует свои движения с помощью миниатюрного реактивного двигателя, вмонтированного в кресло. Реактивный двигатель позволяет космонавту гасить инерцию, и он может двигаться в любом направлении. Когда мы спотыкаемся на бегу, вперед летим по инерции. Толкнули дверь, она захлопнулась по инерции. Юла, приведенная в движение, также движется по инерции. Бумажный самолетик летит по инерции. Это были примеры. Ребята, давайте познакомимся с еще одним новым для вас понятием. Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называют инерциальными. Инерциальными системами отсчета называются такие системы, в которых свободные, то есть не участвующие во взаимодействиях с другими телами, тела движутся без ускорения, а значит равномерно и прямолинейно. Или покоятся. Нужно отметить, что состояние покоя следует рассматривать как частный случай равномерного движения с нулевой скоростью. Системы отсчета, в которых первый закон Ньютона не выполняется, называются неинерциальными. Примеры неинерциальных систем отсчета – система, движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением, а также вращающаяся система. Свойства инерциальных систем отсчета. Все системы отсчета, движущиеся прямолинейно и равномерно, относительно данной инерциальной системы отсчета, тоже являются инерциальными, а системы отсчета, движущиеся относительно любой инерциальной системы отсчета с ускорением, являются неинерциальными. В реальной жизни абсолютно инерциальной системы отсчета не существует. Систему отсчета можно считать инерциальной с той или иной степенью точности в определенных задачах. Например, Землю можно считать инерциальной системой отсчета при исследовании движения автомобиля, и нельзя при исследовании полета ракеты. Необходимо будет учитывать вращение. Ребята, а теперь мы применяем первый закон Ньютона и решаем задачи. Как объяснить, что бегущий человек
споткнувшись, падает в направлении своего движения, а поскользнувшийся падает в направлении противоположном направлению своего движения. Обратите внимание, вы видите фотографии падения людей, и это падение различно. Сразу понятно, что человек слева споткнулся, а на картинке справа поскользнулся. Это явление легко объясняется на основании первого закона Ньютона. Бегущий человек, споткнувшись, падает в направлении своего движения, потому что при этом ноги человека замедляют движение, а туловище сохраняет по инерции прежнее состояние движения. В то время, когда человек поскользнулся, его ноги начинают скользить вперед, поэтому человек падает назад, так как тело еще сохраняет свою скорость постоянной. Следующая задача. Парашютист падает с постоянной по модулю скоростью. Чему равен модуль силы сопротивления воздуха при движении парашютиста? Движение парашютиста равномерное и прямолинейное, поэтому на основании первого закона Ньютона все силы, действующие на парашютиста, компенсируются. Так как парашютист движется под действием силы тяжести, то сила сопротивления воздуха по модулю равна силе тяжести парашютиста и противоположно направлена. То есть закон позволяет нам ответить на этот вопрос. Следующее задание. Положим на стакан листок тонкого картона, а на него положим монету. Ударим по картону щелчком, как показано на рисунке. Почему-то он отлетает, а почему монета падает в стакан? Конечно, опять-таки мы должны применить первый закон Ньютона. Ввиду того, что при щелчке картону сообщается довольно большая скорость, и он отлетает, а монета сохраняет состояние покоя по инерции, в силу чего она падает прямо в стакан. Следующая задача. Лист клена равномерно и прямолинейно падает на землю. Действие каких сил компенсируется при этом? В этой задаче мы должны назвать силы, которые приложены к этому листу и компенсируют друг друга. Давайте рассмотрим чертеж. Какие силы действуют на лист? Действие выталкивающей силы воздуха и силы сопротивления воздуха в данном случае компенсируется действием силы притяжения листа к земле. Очень часто мы не учитываем выталкивающую тела силу из воздуха, потому что она мала, но тем не менее она существует. И вот здесь мы ее с вами назвали. Следующая задача. Рыба массой 2 килограмма неподвижно стоит в толще воды. Чему равна сила, выталкивающая эту рыбу из воды? Внимательно смотрим. Так как рыба неподвижна, то есть ее скорость равна нулю, то действие приложенных к ней сил скомпенсировано. На рыбу действует сила притяжения к земле и сила Архимеда, модули которых равны. То есть если мы сейчас с вами напишем эти силы, сила тяжести равняется произведению массы и ускорения свободного падения, то есть МЖ, мы ее легко можем определить, подставив значение массы рыбы и ускорения свободного падения. Подставили, умножили и получили, что сила тяжести рыбы имеет значение 19,6 ньютона. А так как рыба неподвижна, то сила тяжести компенсируется силой Архимеда. Их модули равны и имеют значение 19,6 ньютона. И еще одна задача. Система отсчета жестко связана с лифтом. В каком из двух перечисленных ниже случаев
эту систему отсчета можно считать инерциальной. Случай первый. Лифт свободно падает. Случай второй. Лифт движется равномерно вниз. Вспоминаем, что неинерциальные системы отсчета – это системы, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Если лифт свободно падает, то, как всякое другое свободно падающее тело, он имеет ускорение свободного падения. Значит, для случая 1 система отсчета не является инерциальной. А лифт, движущийся равномерно, не имеет ускорения, следовательно, связанная с ним система отсчета является инерциальной. Сейчас мы сформулируем итоги урока. Сегодня вы познакомились с характером движения тел, и определяется он характером их взаимодействия с другими телами. Вы узнали, что для количественной оценки взаимодействия используют физическую величину, называемую силой. Также, что результат действия сил на тело зависит от системы отсчета, в которой мы рассматриваем тело. В инерциальных системах отсчета справедлив первый закон Ньютона. На этом наш урок окончен. Я желаю вам успехов в домашней подготовке. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующем уроке.